Мусорные отходы и проблемы с канализацией – две причины, загрязняющие экологию, заодно и быт некоторых жителей города Сунжи. Там целый ряд нарушений выявили сотрудники Комитета экологии. Река Сунжи по-прежнему утопает в грязи, а многоквартирные дома в некоторых районах пропитаны запахом нечистот и ветхости. Кто этому способствует, а главное, кому необходимо навести порядок, пыталась узнать Ната Ивлоева. Отходы бытовые, пищевые, строительные, а еще хуже настоящий водопад из нечистот. Все это многообразие антисанитарии можно наблюдать на улице Рабочая. Сточные воды со всего набережного района города вытекают прямо в Сунжу. А ведь еще недавно здесь жители не только любовались видом, но и окунались в саму воду. Ну а прямо под мостом экологи обнаружили еще один очаг зловония – канализационную трубу. Выяснилось, что ведет она к частному дому, который располагается рядом. Авторов этого безобразия не оказалось дома. Свое халатное отношение местные жители показывают не только к природе, но и к религии, раз даже это напоминание их не останавливает. Подобные нарушения здесь можно найти чуть ли не через каждый метр. В обычное время это жуткий запах, разносящийся на всю окрестность. А при сильном дожде, когда река выходит из берегов, она несет за собой всю эту грязь. И, видимо, местных жителей эти обстоятельства вполне устраивают, раз они сами их создают. Но вот экологи к такое отношение к водоохранной зоне терпеть не намерены. К сожалению, по реке Сунжа Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам привлекать к административной ответственности лиц, допустивших нарушения, не может, поскольку по закону эта река подведомственна управлению Росприроднадзора по Республике Ингушетия, но информацию о допущенных нарушениях и подробный акт осмотра мы направим обязательно в данное управление, чтобы они приняли меры реагирования. Кроме того, мы эту информацию направим в прокуратуру, чтобы они тоже уже в соответствии со своими полномочиями приняли дополнительные меры. И вот та же река, но вот только уже в другом районе города. Картина, предстоящая перед участниками рейда, не особо отличается от предыдущих. Только здесь еще к проблеме с канализационными стоками добавился и бытовой мусор. Почему местные власти не видят этих нарушений? А если и знают о них, то почему допускают? Все это под большим знаком вопроса. Следующий пункт проверки – детский сад «Волшебная страна». Еще недавно дела здесь обстояли совсем не волшебно, а и все это из-за переполнения септика, автономной канализации. Ее содержимое вытекало прямо на территорию дошкольного учреждения. Сейчас проблема решена частично, но все еще возникают некоторые трудности. Вот самое главное, чтобы Аналогичная проблема с переполненной канализацией возникла у жителей этого многоэтажного дома. Только вот они не стали ждать у моря погоды и устраняют ее сами за свой счет, что довольно накладно. Машина ЖКХовская, работники ЖКХ. Что вы говорите, что вы наляли? Что вы хаете? А что вы сейчас В итоге стороны нашли компромисс. Солярка ваш халой, а заехать еще раз. Хитрый еще раз. Пожалуйста. О чем вы говорите? Я и так же и на вокзальной сделал. А вот на улице Демченко ситуация похуже. Жилой многоквартирный дом буквально стоит на болоте источных вод. Водяная подушка детская. Поэтому мы боимся. Это не водяная, это канализационная подушка. Ну, это фидит. Потому что загрязнение мы видим, да? Это все испаряется, это антисанитария. Плюс ко всему, это дом в аварийном состоянии. На стенах трещины, потолок сыпется, да еще и в подвал стекают канализационные воды. Отсюда и невыносимый запах. По словам замглавы администрации города, для жителей строится новое жилье. Через месяц-два они уже смогут переехать. Но свежо предание, говорят местные жители. Эти обещания они слышат давно. Обещали дать квартиру. Весь дом стоит на воде. Если начнут выкачивать канализацию, все, что оно как книжка разрушится вся. Быстрее бы переселили, потому что невозможно жить. Чуть ветерок или что заденет, уже все. Тут уже все развалится. Этот жилищный вопрос – дело времени. По крайней мере, именно так утверждают местные власти. А вот с проблемой загрязнения окружающей среды экологи намерены бороться немедля. Итог рейда задокументирован. Но как бы там ни было, травить природу и своих соседей или нет – это вопрос совести каждого человека и юрисдикции прокуратуры. Ната Ивлоева, Рахман Цуров. Новости 24.